Незаконный оборот наркотических веществ, многомиллиардный криминальный бизнес. Прибыль от оборота наркотиков, по данным экспертов, главным образом направляется на поддержку террористических и экстремистских организаций. Употребление наркотиков наносит колоссальный ущерб развитию и стабильности во всем мире, отрицательно сказывается на демографических показателях. За последние 5 лет количество наркоманов во всем мире увеличилось почти на треть и составляет более 330 миллионов человек в мире. Соответственно, из них определенная часть употребляет героин, другие кокаин, другие амфетамины, другие употребляют синтетические наркотики. В общем, мировая тенденция развития наркомании сегодня, конечно, идет в рост. И большая часть, конечно, начинает сегодня употреблять синтетические наркотики, которые очень быстро приводят к патологическому развитию, вызывают ряд тяжелых сопутствующих заболеваний и скорую смерть. По словам профессора Дженгишбека Назаралиева, в течение 10 лет после развала Союза на постсоветском пространстве, в том числе в Кыргызстане, количество наркоманов достигло 20 миллионов человек. Это была настоящая эпидемия, говорит профессор, когда афганский героин сплошным потоком через северный маршрут начал распространяться по всем бывшим союзным республикам. В Кыргызстане на сегодняшний день, по нашей статистике МВД, они говорят, что около 9,5 тысяч наркоманов, но я бы сказал, что это заниженные цифры, их намного больше, в разы, я бы сказал, больше. Но в основном проблема наркомании у нас сегодня, конечно, это в южном регионе Кыргызстана, это Баткен, Ош, Джалабадская область. Наркотик очень доступный, можно за 300 сомов, можно сказать, получить дозу. Это как бутылка шампанского. Да, раньше это стоило $100, а сейчас это стоит 300 сом. В прошлом году Всемирная лига «Разум вне наркотиков», созданная профессором Назаралиевым, запустила глобальный проект «Ты нужен миру». В рамках проекта медицинский центр будет бесплатно лечить по одному больному от каждой страны. Так, за 8 последующих лет проектом будет охвачено более 100 стран. Лечение началось с арабского мира, где за последние 5 лет наркомания достигла масштабов эпидемии. Первым пациентом стал гражданин страны мусульманских святынь Саудовской Аравии, затем Египта, Ливана и других. А с этого года в рамках проекта «Ты нужен миру» медицинский центр обязуется лечить бесплатно по одному кыргызстанцу в год. Для кыргызстанцев, несмотря на какую-то очередность, государственную очередность, когда подойдет очередь, мы решили ежегодно брать по одному больному бесплатно, чтобы культивировать здоровый образ жизни, культивировать вред наркомании среди населения и большая часть, конечно, среди молодежи. Показывать нашим кыргызстанцам, что употреблять наркотики это вредно. И в то же время тем, кто употребляет наркотики, говорит, что вы еще не теряйте надежду, что вы нужны миру, да, вы нужны своим детям, вы нужны своей семье, нужны обществу, нужны вообще всему миру. Вы еще человек. То есть мы даем вот эту мотивирующую силу, чтобы он мог пойти на лечение. 40-летний Айбек первую инъекцию получил в неполные 16 лет. С тех пор 25 лет страдает от наркозависимости. У него 4 сыновей и 1 дочь. Дважды судим за употребление и хранение наркотиков. Все родственники отказались от него, только жена верит в Айбека и надеется, что он сможет избавиться от этого недуга. Наркоманы все они любопытные. Да, из-за любопытства первый шприц пробуют. Это в результате они присаживаются. Если бы можно было повернуть время вспять, я бы никогда не попробовал тот первый шприц, говорит Айбек. За это время он не раз пытался покончить жизнь самоубийством. У наркомана всего 2 дороги. Одна в могилу, одна в тюрьму. А вот когда мне дали такой шанс, как в этой больнице, я был так, честно, я же сказал, сначала не поверил, не может быть. А когда пришел и увидел врача, Назаралиева, я поверил. И честно, всю ночь не спал, когда домой пришел. Думал, неужели? Я уже мысленно был там, мысленно, да, имеется в виду на небесах.
Айбека будут лечить трехступенчатым методом, который признан во всем мире как один из самых эффективных. Первый этап – дезинтоксикационная и общеукрепляющая терапия, затем реабилитация по программе Майнкрафтинг с применением различных психотехник, направленных на личностный рост. И последний этап – паломничество на гору спасения Таштарата, у подножия которой часовни 4 основных конфессий – исламская, христианская, буддийская и иудейская. На горе пациенты совершают ритуал освобождения от старой зависимости. Лечение одного больного стоит от $7000. Когда у нас были американские специалисты из Нью-Йоркского университета, они сказали, что ваша методика лечения в Америке стоила бы $70–90 тысяч. Киргизы вообще у нас не платят, по большому счету. Мы им дали 50% на все услуги, льготы. Да. Такие большие деньги платят у нас сегодня арабы. При этом профессор Назаралиев категорически против метадоновой терапии, которую применяет при лечении наркозависимости во многих постсоветских странах, в том числе и у нас. Болезнь Айбека, по мнению специалистов клиники доктора Назаралиева, тоже была усугублена тем, что последние годы он лечился по метадоновой программе. Имеется очень много передозировок, поскольку пациенты, которые употребляют метадон, всегда хотят получить какой-то выраженный эйфоризирующий эффект, да, состояние кайфа, говорят они. И, естественно, метадон, который не дает этого выраженного эффекта, как героин, в поисках вот этого получения желаемого эффекта, они начинают, естественно, больше и больше дозы употреблять. Между тем, по словам замдиректора Республиканского центра наркологии Татьяны Борисовой, метадоновая терапия в Кыргызстане применяется с 2002 года. На сегодняшний день в стране работает 2 проекта, по которым 100 наркозависимых ежегодно могут получить бесплатное лечение. Мы не очень богатая страна. Для того мы понимаем, что есть такая альтернатива, как реабилитационные центры для наркозависимости. У нас этих центров нет. У нас есть 10 коек, 5 коек у нас, 5 коек и 10 коек в Аше. Только 15 коек по всей республике. Поэтому альтернативы заместительной терапии я пока не вижу. В Кыргызстане основными причинами наркомании являются низкий уровень образования, безработица, доступность ядовитого зелья, а также отсутствие просветительской работы о губительных последствиях его употребления. Нургуль Саматова, Алмаз Кариев, Эльдияр Асанбаев. Общественный первый канал. Итоги недели.